Начну с того, что за 2020 год в консолидированный бюджет города Канаша поступило 1 миллиард 150 миллионов рублей. По диаграмме вы видите, что основная доля – это все-таки деловые поступления из вышестоящих бюджетов. Основные показатели 2020 года выглядят так. Мы 500 миллионов потеряли в выпуске продукции и также 16,2 миллиона потеряли в обороте общественного питания. Все вы понимаете, что все-таки здесь корректируем золотую дивиденду. Но радует то, что розничная торговля в целом выросла, и рост составил внушительный более 500 миллионов рублей. Также нарастились объемы строительства. Наши цифры дошли до 289 миллионов рублей. По предпринимательству это коррелируется с тем, что я сказал до этого. Тоже есть снижение и количества юридических лиц, и субъектов малого бизнеса, и индивидуальных предпринимателей. Они у нас уменьшились незначительно, но в то же время рост отгруженной продукции составил 4%. Инвестиционный проект, который мы сегодня реализуем в городе Канаш, это компания «Навитек», один из первых президентов, компания «Завод алюминиевой конструкции» и компания «Автозавод» по производству промышленных холодильников. Сегодня радует тот момент, что компания вышла на точку безубыточности. Единственное, здесь неплановый рост металлопродукции произошел, поэтому я думаю, по итогам первого квартала ситуация нормализуется. Те проекты, которые сегодня мы рассматриваем, и это потенциальные резиденты территории опережающего развития города Канаша, это компания современной сладости, компания «Фабканди», которая собирается вложить 1 миллиард 463 миллиона рублей, будет введение нефтяных линий по производству сладостей. Также производство гранулированных коагулянтов компании ООО «Гранека». Это сухой продукт, примерно то же самое, что сегодня производит АБАК. Вложение 550 миллионов рублей. И создание логистического центра, торговый дом «Чуваш Снабкомплект», 42 миллиона рублей. И плюс сегодня, к вашему сведению, рабочая группа состоялась, на которой заявка компании «Канашский завод специализированной продукции» поддержана, и это наш новый резидент. Те проекты, слайды пролистаем, это те, которые начали уже какие-то проекты, даже уже 10 лет, вот как раз стали завершением именно в 2020-2021 году. По дорожной инфраструктуре это наболевшая тема. 56% автодорог города Канаша не соответствует нормативам. Нами запланирована реконструкция проспекта Ленина. Общая стоимость реконструкции составляет 342 миллиона рублей. В связи с тем, что в бюджете таких денег нет, нам пришлось разбить этот объект на этапы. И если при том финансировании, которое сегодня есть, у нас работы затянутся на 6 лет. И также капитальный ремонт автодороги улицы Карла Маркса на 196 миллионов рублей. Мы тоже идем этим же путем. Сейчас, в данный момент, уже идем, проектируем, как раз разбиваем на этапы. А проспект Ленина, конкурсная процедура начали. В 2020 году на ремонт дворовых территорий мы потратили 7,5 миллионов рублей. В ремонт выполнен 15 дворовых территорий, 5 проектов отремонтированы, общая протяженность 13,2 тысячи квадратных метров. На ремонт автодорог у нас заложено 29,5 миллионов рублей. Из них в 2020 году мы отремонтировали улицу Канашскую, улицу Полевую, Свободы, Машиностроителей, Первомайских, Хмельницкого, Дружбы, Железнодорожных и ремонт грунтовых дорог улицы Северной, улицы Западной. Также на деньги местного бюджета отремонтировали улицу Толстого. В бюджете нынешнего года 23,8 миллионов рублей у нас заложено, и они пойдут на улицу Карла Маркса. Общая стоимость одного этапа будет составлять 87 миллионов рублей, поэтому мы как раз вынуждены делать то, что я ранее сказал, будем разбивать на этапы. Завершена реконструкция улицы Фрунзе, общая стоимость проекта была 28,2 миллиона рублей, из которых 38,7 освоено в 2020 году. По проспекту Ленина, как уже сказал, мы сейчас вышли с этапом стоимостью 107 миллионов рублей. Также сейчас в экспертизе находится проект реконструкции улицы Красноармейской. Стоимость проекта была 2,5 миллиона рублей. По выходу из экспертизы я уже объявлю о стоимости самой реконструкции. По формированию комфортной городской среды из года в год у нас территория выбрана Канашского городского парка, 19 миллионов рублей
было потрачено в прошлом году на ремонт монумента славы, вот 70-летие Победы, как раз это было актуально. И в этом году мы закончим эти работы, так как тоже заложены средства. В прошлом мы в гранит мы обложили всю композицию, а в этом году появится как раз гранитные мощения. Также заложены средства на благоустройство самой территории парка и строительство спортивной универсальной площадки. В прошлом году мы отремонтировали 5 автодорог общей протяженностью 3,2 километра на 11,7 миллионов рублей. На этот год уже Минстрой состоялась конкурсная процедура. Наши 5 проектов поддержаны. Мы отремонтируем 9 дорог общей протяженностью 2,7 километров. Если вот горожане как раз здесь, кому интересно, я улицы назову: Полетаева, Коммунаров, Маяковского, Кононова, Иванова, Шмидта, улица Железнодорожная, участок от МФЦ до путепровода трассы А151. И очень своевременно был указ главы Чувашской республики 139, по которому город преображается в совершенно другом формате. Сегодня 18 проектов благоустройства на 115 миллионов рублей. И плюс тротуар отремонтирован на почти 69 километров. Поэтому, Олег Алексеевич, вот эту работу мы продолжим. Были, конечно, некоторые огрехи со стороны подрядчиков, с которыми нам пришлось в конце года расторгнуть контракты. Поэтому мы соответствующе корректируем, нашли свои как раз документы. И таких случаев, наверное, больше не будет. Почему? Потому что этапы мы уже разбили тоже и будем принимать с первых дней начала строительства. На будущий год у нас заложено 91 миллион рублей. Мы отремонтируем 14 дворовых территорий, отремонтируем 3 километра тротуаров. Улицы называть не буду, потому что список получается здесь большой. 14 дворовых территорий. По благоустройству населенных пунктов тоже это внепланово, как в прошлом году помощь городу оказали. Я на слайдах просто покажу. Это как раз такие ключевые моменты тоже. Тротуар монумента славы, освещение сквера в Восточном микрорайоне, появились цветочные композиции художественной школы, 5 дворов у нас получили детские площадки, плюс вы все обратили внимание цветочные композиции на кольце воды, при въезде в город, появилось это все как раз с этим денег. Есть проблемные вопросы по городу. Конечно, наверняка и Алексей доходит эту информацию, что у нас сейчас авария на водопроводе, износ сетей огромный, плюс износ канализационных сетей. Сегодня у нас докладывают, что вчера во второй инстанции поставлена точка по очистным сооружениям. Контракт наконец-то расторгнут с нерадивым подрядчиком. Как раз мы начинаем процедуру приема объекта незавершенного производства, не конкурсной, а оценочной комиссии мы будем принимать уже это комиссионно. Для реализации этого проекта в бюджете 2022 года необходимо дополнительно заложить 71 миллион рублей. На слайдах вы видите проценты износа и водопроводных и канализационных сетей. Мне бы хотелось огромные слова благодарности сказать работникам водоканала. Все-таки мы не замечаем тот труд, который работники проводят. Да, действительно, чистые отключения, но какой ценой это дается, поэтому огромное спасибо. Мы предусмотрели строительство блочно-модульных котелей в Восточном микрорайоне. Наши котельные в Восточном микрорайоне, которые на себе тянет теплоснабжение 14 тысяч жителей города, на плачевном состоянии, и поэтому принято решение развить этот микрорайон на 3 и построить 3 моноблочных котельные. Примерно на эту цель нужно 378 миллионов рублей. Стоимость проектирования составляла бы 18 миллионов рублей, но на данный момент у нас уже найден подрядчик проектный бюро, который, исходя из комплексных решений, исходя из готовых проектов, почти что в 10 раз удешевляет эту сумму. По проекту ИКО в 2020 году была пройдена экспертиза, и мы получили поддержку Минпромторга России, деньги находятся в республике. Мы будем проводить рекультивацию нашей свалки. Это 67 миллионов рублей. Хотел бы отдельно остановиться на капремонте. Вот вы в диаграмме сейчас видите, как организована работа по капремонту в городе. 2018 год 31 многоквартирный дом, 2019 год 40 многоквартирных домов и 2020 год 33 многоквартирных дома. Обращайте внимание на суммы, и как раз динамику мы показываем 21-22
год. Это говорит о том, что наше население все-таки платежеспособное, и мы выдерживали те критерии, что 90% оплат коммунальных платежей, поэтому нам дополнительные средства с фонда капремонта шли от экономики. В этом году планка увеличилась и будет составлять 95%, но я думаю, мы и с этой задачей справимся. Доходы по управлению и служению муниципальным имуществом на уровне прошлого года, небольшое отклонение, но и здесь, я думаю, мы тоже найдем какие-то внутренние резервы. Отдельно хотелось бы остановиться на предоставлении земельных участков на многодетной семье. У нас всего 692 многодетных семьи стоят на учете получения земельного участка, сформировано 509 участков, предоставили сегодня 506 и 186 ожидают получения. В 2021 году мы изыскали сейчас возможности, тоже с Минюстом хорошо отработали, и вот и 30 участков на территории города будут предоставлены. Затем хотелось бы остановить внимание на программе «Молодая семья». В 2020 году 51 молодая семья получила сертификаты на улучшение жилищных условий. Вы диаграмму видите 17, 18, 19, 20 год. Так вот, на 2021 год мы ставим планку 77 молодых семей. И к 2023 году мы выйдем на текущий учет. То есть каждая молодая семья, которая подала заявление, на следующий год будет получать сертификат на улучшение жилищных условий. 6 ветеранов боевых действий получили сертификаты на получение денежной суммы, и 13 детей-сирот получили квартиру. Детские сады города посещают 3211 детей. В 2020 году проведен капитальный ремонт 18-го и 1-го садика. Из бюджета республики и города всего выделено 18,1 миллион рублей. Охват услугами дошкольного образования от 3 до 7 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет 70%. В этом году муниципалитет берет на себя обязательство дополнительно создать 40 мест ясельных группах. В рамках проекта «Доступная среда» второй садик у нас получил оборудование и произведены ремонтные работы на 1,8 миллионов рублей. Также отремонтирован лицей, пока первый этап, лицей госслужбы и 9-я школа. Кстати, и лицей госслужбы 9-я школа ремонт продолжит и в этом году по вторым этапам. Всего в школах города учатся 6125 обучающихся. В рамках реализации проекта «Современная школа» у нас 3 школы получили оборудование по точкам по цифрового центра точки роста. Это 3-я, 6-я, 7-я школы. Ну и мне нравится тот момент, что мы сегодня уже видим те изделия, которые наши дети в школах производят на тех же 3D-принтерах, производят какие-то топосъемки, геодезические изыскания с применением тех квадрокоптеров, которые мы получили по этой программе. На приобретение оборудования было выделено 3,3 миллиона рублей из республиканского бюджета и 1 200 000 из бюджета города Канаши. В 2020 году во всех школах города обновлено оборудование пищеблоков на 6 миллионов рублей. С 1 сентября все обучающиеся 1-4 класс получают горячее питание. Это у нас 3014 детей. На питание было выделено 11,5 миллионов рублей из федерального бюджета. На питание детей с ограниченными возможностями и обучающих, которые находятся в социально опасном положении, из бюджета города выделено 3 миллиона рублей. С 1 сентября 2020 года классным руководителям федерального бюджета выделено по 5 тысяч рублей всего вознаграждения. За классный класс получает 258 педагогов. По проблемному вопросу хотелось бы остановить внимание на том, что у города имеется проект реконструкции 11 школы. Тоже 2 этапа будет. Это строительство пристроек на 500 мест и реконструкция старого здания школы. На эти цели нам потребуется 330 миллионов рублей. Заявка в Минодре нашей лежит. По спорту 5 человек имеют звание кандидата в мастер спорта и 21 человек первый спортивный разряд. Доля населения, увлеченного и систематически занимающейся физкультурой, занимает 48%. В этом году городской дворец культуры повторно участвовал в конкурсе, получается, фонда кино, и повторно стал победителем, получил 5 миллионов рублей на приобретение оборудования малого зала. Вы видите их на слайдах. Город выделил 500 000 рублей на ремонт самого зала. И посмотрите, какое преображение в нашем основном зале произошло.
Всего в 2020 году по линии культуры было выделено 14,5 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета 13. Мы приобрели оборудование, музыкальные инструменты, книги, провели ремонт в детской музыкальной школе, библиотеках, централизованной библиотечной системе, краеведческом музее и детской художественной школе. По безопасности. За 2020 год на АПК «Безопасный город» было направлено 2,1 миллиона рублей, установлена 21 камера видеорегистрации. Всего в рамках АПК «Безопасный город» по городу установлено 156 камер. Начато применение в 2020 году камер с распознаванием лиц. По общественной безопасности финансирование 3,9 миллионов рублей. Здесь мы деньги направляем на профилактику правонарушений, содержание добровольной дружины, сдачу оружия, изготовление продажных материалов, антитеррористических мероприятий, профилактики распространения потребления наркотических средств и предупреждения детской беспризорности. Вот хотелось бы остановить внимание на, просто от себя уже добавить, то, что вот эти вещи, многие из них без вовлеченности населения у нас не произошли, поэтому огромное спасибо горожанам за то, что активно увлекаются в проекты благоустройства, проекты инициативного бюджетирования. Ну и со своей стороны мы к чему